Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем об ограблении ювелирного магазина на улице Декабристов в Казани. Ограбили магазин, ювелирный магазин ограбили. Сама стою, смотрю. На глазах продавцов налетчик разбил витрину и похитил 3 лотка с украшениями. Покажем, как 3 мужчин в Заинске обокрали магазин по продаже драгоценностей. При помощи монтировок взломали двери ювелирного, разбили стеклянные витрины, сложили в мешок драгоценности общей стоимостью свыше 4,5 миллионов рублей, после чего выбежали на улицу, где их на машине ждал 4-й подельник. Их нашли, и дело уже передано в суд. Также гибель пассажира Рено в Алексеевском районе и уголовное дело возбудили в отношении водителя, остановленного с признаками алкогольного опьянения. Слав Николаевич, согласен пройти с прибором? Все это прямо сейчас. 200 тысяч рублей. По предварительным оценкам, именно такой ущерб нанес неизвестный мужчина, ограбивший ювелирный магазин на улице Декабристов. Он зашел в торговый павильон в балаклаве с ножом в руках и сообщил, что это ограбление. Потом разбил витрину у входа, похитил 3 лотка с драгоценностями и убежал. Его пытались задержать по горячим следам. Он, вероятно, порезался. Из магазина вели следы крови. Несколько ювелирных изделий, а также пустые лотки полицейские нашли во дворе того же дома. Но потом следы пропали. Ограбили магазин, ювелирный магазин ограбили. Сама стою, смотрю. Работники соседних организаций узнали о произошедшем только тогда, когда к месту происшествия прибыла полиция. Продавцы ювелирного магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации, когда в торговый зал зашел мужчина и сообщил, что это ограбление. Говорят, ему было лет 30, лица не видели. Все, кроме глаз, закрывала балаклава. На нем была черная куртка с капюшоном, в руке нож. Мужчина не медлил, разбил ближайшую к двери витрину, забрал 3 лотка с драгоценностями и убежал. Среди похищенного в основном были серьги и кольца. Ущерб посчитали позже. По предварительным оценкам, стоимость украденных украшений составляет около 200 тысяч рублей. Похитителя пытались задержать в прямом смысле слова по горячим следам. Осколками витрины он, вероятно, порезал руку. Капли крови указывали направление, в котором мужчина побежал. Во дворе нашли несколько ювелирных изделий. Они сейчас вещественные доказательства. Лотки, в которых лежали драгоценности, грабитель выкинул по дороге. Его след кинолог с собакой потеряли в ближайших к магазину дворах. В отдел полиции «Восход» поступило сообщение о том, что в одном из ювелирных салонов по улице Декабристов неизвестный совершил разбойное нападение. В настоящее время на месте преступления работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск подозреваемого. В настоящее время стражи порядка работают как на месте преступления, так и просматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след подозреваемого. Рания Абдрахманова, Анвар Шарифуллин, «Вызов 112». А в Заинске завершено расследование уголовного дела о нападении на ювелирный салон. В ночь с 13 на 14 мая минувшего года 3 мужчин сначала проникли в торговый центр, а потом выломали дверь магазина по продаже драгоценностей. То, что целенаправленно шли именно туда, ни у кого сомнений не вызвало. Ущерб тогда составил 4,5 миллиона рублей. Налетчики предприняли все меры конспирации, какие только могли придумать. Следы за собой в буквальном смысле слова сжигали, но полицейские, несмотря на это, подозреваемых нашли и задержали. С доказательствами их вины проблем не возникло. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ограбление ювелирного салона от начала до конца. Все происходило ночью. Вот 3 налетчиков внутри торгового комплекса вскрывают дверь в сам магазин, разбивают витрины, драгоценности ссыпают в мешок, даже поднимают то, что упало, оставлять было жалко. Скрылись так же быстро, как и появились. На все ушло меньше минуты. Позже полицейские выяснили, в машине их ждал 4-й подельник. Уехав с места преступления, обвиняемые остановились в окрестностях одной из деревень Новошишминского района. Переоделись, выкинули в реку старую одежду и орудие преступления. Подожгли свой автомобиль, на котором были установлены подложные номера, после чего скрылись. Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ОМВД России по Заинскому району установили и задержали всех участников кражи, несмотря на то, что они предприняли все меры для конспирации.
У задержанных изъяли деньги и ювелирные изделия. Это обеспечительная мера для возмещения ущерба владельцу салона. В ходе расследования уголовного дела полицейские выяснили, все подозреваемые уроженцы стран ближнего зарубежья. Но на момент совершения преступления были гражданами России и проживали в разных ее регионах. К налетам готовились заранее. Несколько раз под видом покупателей посещали и сам торговый комплекс, и ювелирный салон. Их интересовали система охраны, расположение камер видеонаблюдения и пути отхода. Приобрели монтировки и мешок, а также неприметную одежду. Похищенное имущество злоумышленники продали, а выручку поделили между собой. Уголовное дело было возбуждено по статье кражи, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Вердикта суда обвиняемые ждут под стражей. Алия Хайрудинова, вызов 112. 40-летний мужчина, пассажир Рено, скончался на месте. 26-летний пассажир иномарки получил различные травмы и был госпитализирован в результате аварии в Алексеевском районе. В 9 часов утра мужчина, по предварительным выводам автоинспекторов, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Сейчас следователи вместе с сотрудниками ГАИ выясняют все обстоятельства трагедии. Уголовное дело возбудили в отношении водителя Kia, остановленного вечером на улице Космонавтов для проверки документов. У мужчины автоинспекторы выявили явные признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование наличия алкоголя в организме, но от процедуры водитель отказался. Ислам Николаевич согласен пройти освидетельствование с прибором алкотестера? Смысл не вижу. Скажите, вы согласны или отказываетесь? Так как он отказался пройти освидетельствование прибором алкотестера, мы требуем о прохождении освидетельствования в медицинском учреждении. Ислам Николаевич согласен пройти освидетельствование в медицинском учреждении? Также отказывается. Выяснилось, что мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде, и сейчас в отношении нарушителя возбудили уже уголовное дело за рецидив. Статья предусматривает от 300 тысяч рублей штрафа до 2 лет реального лишения свободы. Автомобили в таких случаях суды изымают как орудие совершения уголовного преступления. Проезд на красный свет стал причиной столкновения Ниссана и Жигулей 7-й модели на улице Декабристов. Удар пришелся в правый бок отечественной легковушки. После аварии машина развернула на 90 градусов. Оба водителя признавали, причиной этого могло стать только грубое нарушение правил дорожного движения одним из них. Но взгляды на то, кто именно стал виновником столкновения, у мужчин кардинально разнились. Вину не признает. Водитель «Жигулей» со стажем в 1 год уверяет, чему учили в автошколе, еще не забыл. На перекресток с улицы Декабристов выехал со стороны Ямашева на зеленый свет. Уверяет, убедился перед тем, как проехать стоп-линию. Быстро приближающийся слева Nissan видел и даже пытался избежать столкновения, но не смог. Я увидел как бы уже вот здесь, как пешеходно проехал. Но я начал уходить, но не смог выехать. После столкновения оба автомобиля развернуло на 90 градусов. Поделиться своей версией произошедшего водитель кроссовера не захотел. Но, как рассказал владелец легковушки, вину он сначала признавал, но потом отказался от своих слов. Как он говорит, что он ехал со стороны тандема. И получается, там у него вот где светофор горел зеленый, тут же, по сути, когда там красный загорается, светофор видно, он должен был вот здесь остановиться. Вот. А он не остановился и я ехал в ту сторону, у меня зеленый горит. Вот меня въехал. Когда он меня въехал, то там газелька ехала. А из газельки парень вышел, говорит, вот он на красный проехал, как свидетель. Вот. Он сначала сказал, что да, я на красный проехал, то есть начал признавать вину. Все, я сел в машину, холодно, греюсь. Через время выхожу, гаишников долго нет. Тоже спрашиваю, сейчас оформляться будем, ты вину признаешь? Он говорит, нет, это ты на красный проехал. Ехать в центр оформления ДТП водитель Ниссана не захотел. Объяснила это водителю «Жигулей», что автомобиль не на ходу. А от услуг эвакуатора отказался. Предпочел на месте ждать вердикта сотрудников автоинспекции. Владелец «семерки» в своей правоте уверен. И хоть у самого нет полиса ОСАГО, надеется восстановить свой автомобиль за счет страховой водителя Ниссана. У меня друг завтра. Он не такое дело. Сирина Васильева, Анвар Шарифуллин, вызов 112. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.